Сегодня вы чувствуете себя бодро и весело, а уже завтра может разболеться горло, заложить нос, раскалываться голова, ломить суставы и лихорадить. Это обычные признаки простуды, которые, как правило, приходят вместе с зимой и холодами. Но даже при таких явных симптомах мало кто спешит к врачам и предпочитает лечиться дома. Это не самое лучшее решение, считают медики. Даже самая обычная простуда может привести к серьезным осложнениям. Самолечением лучше не заниматься, это я говорю каждый раз. Лучше обратиться к врачу. Так, врач обследует больного, назначит лечение, и больному станет легче. Невзирая на состояние, многие с температурой спешат в школу, университет, на работу по своим делам. Мало кого беспокоит, что они потенциальные распространители вируса, не думая о последствиях в первую очередь для себя и других. Если взрослым все можно объяснить на пальцах, то к детям должен быть особый подход. Их нужно приучать к простым мерам профилактики. Пятилетняя Милана хоть и знает, что нужно делать в том случае, если человек заболел, но больше всего на свете боится испытать это на себе. Как известно, вирусная простуда передается воздушно-капельным путем. Если, к примеру, заболел один из родителей, есть большая вероятность, что заболеет сам ребенок, а за ним и целая группа. Эту цепочку лучше оборвать еще в самом начале. Детей, которых с признаками простуды, их отправляют домой, и таких детей не допускают в детский садик без справки. И справка эта дается педиатрам, и оказывается, что данный ребенок может уже посещать детский садик. В зимний период люди больше времени проводят в помещении с закрытыми окнами и дышат одним воздухом. В это время организму особенно недостает солнечного света и витамина D. Конечно, можно бесконечно сидеть в очереди у терапевта, пить травяные настои дома, но лучше всего предупредить болезнь. Помимо обязательной вакцинации, врачи советуют готовить свой организм в борьбе с вирусами элементарной профилактикой. Во-первых, нужно вовремя питаться, то есть в день 3-5 раз. Есть побольше овощей и фруктов. Употреблять около 2 литров воды. Есть фрукты, которые содержат больше клетчатки и витамины группы С. По результатам небольшого опроса можно сделать вывод, что взрослые меньше подвержены инфекциям вируса. Правильная профилактика, проводимая вовремя, чаще всего заставляет болезнь обходить стороной. Я не так часто болею гриппом, вообще и простудными заболеваниями. Но для того, чтобы предотвратить такого рода заболевания, я придерживаюсь здорового образа жизни, то есть не питаюсь всякими фастфудами, зарядка, полезные, пью витамины. Вот изредка мне чуть-чуть насморк, и на второй день ничего нет. Фармацевты отмечают, что 80% жителей приходят за разными лекарствами и антибиотиками на начальной стадии болезни, реже для профилактики. Покупатели зачастую родители, которые закупаются противовирусными для детей. Предпочтение отдают известным препаратам, которые советуют врачи. Где-то 70-80% берут только противовирусные препараты и противокашлевые, в том числе и антибиотики. На сегодняшний день в республиканскую поликлинику никто не обращался с осложнениями гриппа, а вот с ОРВИ другая ситуация. С ОРВИ у нас в сентябре было 72 случая, а в октябре 24 случая зафиксированных на сегодняшний день. По гриппу заболевших в этом году не зарегистрировано. Процент заболевших в нашем регионе небольшой, однако пик активности респираторных заболеваний еще не настал, предупреждают врачи. Если в сезон простуд прививаться медики не советуют, то местная профилактика только приветствуется. Оксалиновая мазь и одноразовые маски всегда должны быть под рукой. Лейла Гайсанова, Мухаммед Миржоев. Новости 24.